дни, но у некоторых этнических групп христианский праздник подошел к концу. Крещеные татары период зимнего солнцестояния называют Нардуган – рождение солнца. В Умадышском районе празднества продолжаются всего неделю и завершаются ночью 13 января. Булат Низамиев познакомился с их традициями и обычаями. Песни и пляски у мамадышских крещенных татар – нечто большее, чем просто развлечение. Без этого не обходится ни один праздник, тем более Нардуган. Тут и куплеты другие, да и сам ритуал празднества по-своему уникален. Настоящее театрализованное представление со своим сценарием и героями. Среди ряженых можно встретить звезд татарской эстрады, сказочных персонажей и вполне реального инспектора ГИБДД. Нардуган мы отмечаем каждый год. Для нас это святой праздник. Правда, со временем привносятся изменения. Вот вы видели полицейского. Этого раньше, конечно, не было. Но сегодня это смотрится актуально и смешно. Обряды Нардугана от святочных кардинально не отличаются. Те же гадания на суженого, те же походы в гости под аккомпанемент ручной гармоники. Девушки загадывают желание, кидают в ведро с водой свои кольца, достают по одной и, судя по песне, решают, сбудется желание или нет. На суженого же тоже гадают. С вашим супругом все сошлось? С моим нет, но у некоторых сбывается. Одна неделя. Столько длится Нардуган в Мамадыше. В отличие от своих единоверцев, празднество жителя деревни Крещеная Еракса завершают 13 января. По традиции гости перестают ходить по домам и можно спокойно убраться после 7-дневных гуляний.